Всем привет, я Данара Жуманова, сегодня в студии 7. В селе Пиджим Алматинской области произошла массовая драка школьников. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Что не поделили ученики? В Костанае обнаружили 100 000 бутылок алкогольного суррогата. Репортеры студии 7 выясняли, как опасная подделка попадает на рынок, сколько паленой водки сейчас в магазинах и кто из вышестоящих покровительствует этому бизнесу. Казахстанцы чаще россиян добывают криптовалюту. Страна на втором месте в новом для себя деле. Правда, зарабатываем на этом не только мы, но и иностранцы, использующие нашу электроэнергию в качестве топлива. Смогут ли рядовые жители заработать на цифровой валюте? Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали! Друзья, занимаетесь ли вы или ваши знакомые майнингом или любым другим способом инвестирования денег? Голосуйте, а пока к другим темам. Вся страна сегодня узнала о существовании села Пиджим. Находится оно на юго-востоке страны, недалеко от китайской границы в Алматинской области. Там устроили серьезную потасовку школьники. Дрались около 30 человек, дрались жестоко. Один ученик попал в больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Адиль Балтабаев восстановил хронику событий. Драка была на территории школы в селе Пиджим. Двое подростков что-то не поделили, к ним подключилась толпа. В результате пострадал 16-летний парень. Сейчас он находится в больнице. У него тяжелая открытая черепно-мозговая травма, но состояние стабильное. Школьную разборку прокомментировали в Управлении образования области. Это обычная сельская школа. В ней обучаются свыше 1000 учащихся. После 4-го урока между учениками 9 и 10 классов произошла потасовка. До этого именно в данной школе такой проблемы не было. Срыва учебного процесса не было. Школа функционирует в данный момент в стабильном формате. Были проведены беседы с учащимися, с их родителями. И, естественно, на учет этим будут заниматься инспектора по делам несовершеннолетних. По данным местной полиции, сразу после потасовки около 30 человек собрались у дома одного из участников, а потом пошли крушить дома и машины. Ё-моё, что такое здесь? Эй! Пострадал местный житель, когда молодежь бросала камни в окна. Один из них прилетел в голову мужчины. Его тоже доставили в больницу. Открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной пазухи, передней половинки. У него состояние стабильное. На ситуацию отреагировала и Ассамблея народа Казахстана. Официальное заявление на своей странице в Инстаграм опубликовала Майя Бекбаева. Хочу особо подчеркнуть, что каких-либо конфликтов, а тем более столкновений между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет. Местные жители, и казахи, и уйгуры много лет живут вместе, являются друзьями и соседями. Все они искренне хотят мира и спокойствия. Вообще в этом сельском округе проживает чуть больше 12 000 человек, 7 000 казаков и 5 000 уйгуров. Само название Пиджим с уйгурского переводится как «главное село». Сразу после случившегося местные жители провели собрание. В нем принял участие аким района. Старейшины во всем винят себя. В последнее время каким-то образом со стороны школы не было сигналов, поэтому этот вопрос как-то был на заднем плане остался. А это наше упущение. Но в дальнейшем, я как сказал, будем этим делом заниматься. На месте развернули штаб, делом занимается специальная комиссия. Официальных комментариев от акимата региона мы так и не получили. Чиновники ссылаются на занятость. Полиция же сообщает, что полностью контролирует ситуацию. Адиль Балтабаев, Дамилис Басарова, специально для студии 7. И в тот же день в другом конце страны, на западе, в Мангистауской области, пострадали 5 молодых армейцев. Они получили ранения во время плановой очистки учебного полигона на территории воинской части. К счастью, обошлось без жертв. Случившееся прокомментировали в Министерстве обороны. 27 октября 2021 года в ходе плановой очистки учебного полигона Мангистауской области 5 военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное. По факту произошедшего начата проверка. На наш вопрос, а почему это произошло и кто в этом виноват, в Министерстве обороны ответили, что все станет известно после проведенной проверки. Вовремя предпринятые проверки – вещь порой весьма полезная. В Костанае, например, так пресекли факт продажи поддельного алкоголя без лицензии, с фальшивыми учетно-контрольными марками. Суть какая? Местная предпринимательница покупала несертифицированный товар у неустановленного лица. Водкой это назвать сложно, но так, спиртосодержащая продукция. Подделки набралось немало, почти 100 тысяч бутылок. В это же время мы видим, что происходит в соседней России. Там, в разных регионах страны, от дешевого алкоголя отравились люди, а в Оренбургской области от суррогата погибли 35 человек. Казахстанские эксперты говорят, почти треть всего алкоголя в нашей стране произведена не пойми где, не пойми кем, хотя кое-что все-таки известно. Так, пусть в Каменногорске больше 20 лет ведут борьбу с местной водкой кустарного производства. Кристина Даутова проверила, насколько успешна эта борьба, сложно ли приобрести самодельный алкоголь. Паленая водка колхозка. Не первый год на слуху у жителей Восточного Казахстана. Неизвестно, что в ее составе, но вот своей доступной ценой она манит покупателей на улицу колхозную. Сейчас мы приехали на ту самую колхозную улицу, чтобы приобрести знаменитый напиток. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас какую цену водка? Какую цену водка? Сколько надо? Ну, мне получается не так много, где-то на 1000. Как видите, нам удалось приобрести 2 литра горячительного напитка. И они находятся в свободной продаже. Цена за литр 500 тенге. Вот колхозка. Да. Ну, слыхал такое, да? Я что пиво пью. Водка хорошая. Сами, получается, тоже употребляете? Конечно. Но ведь она нелегальная. Не знаю, какая она там, но все употребляют нормально. Врач-токсиколог Александр Мейстер считает, несмотря на высокие цены алкоголя, люди не стали употреблять его меньше. При полном отсутствии алкоголя пытаются употреблять различные вещи, такие как этиленгликоль, он же самый антифриз, вот, что является смертельно опасным, либо какие-нибудь другие технические спирты, что обычно зачастую приводит к летальному исходу. Привозят ежедневно. Вот, ежедневно и госпитализируются в количестве от 3 до 5 человек каждый день. По большей части все зависит от количества и длительности приема спиртных напитков. Кристина Даутова, Равиль Батимбаев, специально для студии 7. Паленая водка, купленная крупной партией в одной точке, обычно стихийно распространяется по городу и региону. Вообще, насколько опасно потребление дешевого алкоголя, нам рассказал врач-нарколог Тохтар Койшибеков. Особенно опасно в фальсификате это то, что здесь в организм попадает смесь самых различных спиртов. Это не только этиловый спирт питьевой, вот этот спирт. Здесь могут еще и быть и метиловый, и пропиловый, и бутиловый. Их огромное количество самых различных спиртов и плюс еще сивушных масел, которые сразу же действуют на печень. Допустим, если вначале был гепатоз, токсическое поражение, затем идет гепатит и цирроз печени. И действует, допустим, на сердце. Если вначале была какая-то легкая сердечная недостаточность, перебои, боли, то здесь уже в течение нескольких лет развивается и инфаркт, и если человек выжил, то постинфарктный кардиосклероз. То же самое касается и головного мозга. Здесь довольно быстро развивается энцефалопатия, атрофия клеток головного мозга, и в результате возникает быстрая такая вот деградация и ослабоумливание человека. Понимаете, в чем опасность суррогатов? Даже здоровый абсолютно человек
Если не будет контроля, да, за напитками, за спиртными напитками, придя в магазин, он может, не подозревая, купить фальсификат. Вот. Поэтому контроль должен быть. И периодически мы слышим о жутких историях отравления от суррогата. Год назад, например, в стране погибли 15 человек. Официальная версия – после употребления дешевой подделки. И мы же с вами прекрасно понимаем, распаленный алкоголь гуляет по стране, несмотря на все проводимые рейды и зачистку, ну, значит, это кому-нибудь нужно? Да простит меня за эту параллель Маяковский. В ассоциации производителей считают, здесь точно есть личный интерес. Примерно, может, где-то около 30% рынка и находится в тени. Благодаря тому, что эти люди не платят акциз и как бы НДС, на который на него начисляется, это получается экономия с каждой бутылки около 570 тенге с каждой бутылки. Да? То есть это большие деньги, там, где делается спиртоводная смесь под видом известных брендов. Да? То есть за 3-4 дня там конвейер подпольный может наколотить 20 тысяч бутылок легко. Значит, умножаем это на 571 тенге, и мы получаем больше 10 миллионов тенге экономии, которые получает такой нелегальный производитель. Понятно, что с такими деньгами там можно легко устроить себе дистрибуцию и доставку, и, в общем, какие-то, наверное, взятки там тем людям, которые по должности обязаны следить за таким вопросом. Я Данара Жуманова, это «Студия 7». Друзья, не забываем про опрос. Занимаетесь ли вы или ваши знакомые, друзья, члены семьи майнингом или любым другим способом инвестирования денег? Казахстанцы оказались на втором месте по добыче виртуальной валюты. Называется этот процесс майнинг. Обошли в этом рейтинге и Россию. Через пару минут расскажем, сможем ли мы, рядовые казахстанцы, заработать на новшестве. Ведь то и дело мы слышим, как кто-то однажды разобрался в этой теме, а потом сказочно разбогател. Но для того, чтобы говорить о майнинге, нельзя обойти стороной технологию хранения данных блокчейн и цель добытчиков майнеров криптовалюту. Не пугаемся, сейчас все объясним максимально просто. Итак, блокчейн – новейшая технология, состоящая из цепочки блоков. Она содержит все записи об онлайн-сделках, хоть с щенками у заводчиков собак. Изменить, подделать или удалить эти записи нельзя. Можно только добавить новые. Рассмотрим эту тему на примере алгоритмов, используемых в сети биткоин. Например, у Армана есть свой щенок от заводчика. Он решил подарить его Айгерим. Парень может лично вручить животное подруге, а может лишь передать ей права на щенка, если тот еще рядом с матерью. Но главное, Арман должен сообщить заводчику щенков, что совершил транзакцию, передачу щенка. И в базе данных заводчика должна появиться соответствующая запись. А теперь представьте, что журнал этот пострадал из-за пожара или просто потерялся. Как теперь Айгерим доказать, что у нее есть права на щенка? В виртуальном пространстве информация о переходе животного к девушке хранится не на одном сервере, а в открытом доступе у множества независимых компьютеров. То есть данные о подарке Армана зафиксированы на множестве гаджетов, и даже если один их утеряет, они останутся у остальных. Еще одно правило блокчейна – транзакцию можно отменить только путем обратной сделки. Тогда вся информация придет к начальному состоянию. Но данные об отмене тоже сохранятся. Итак, информация о передачах, изменениях – все это блоки, неразрывно связанные между собой. А майнеры, хранители этих блоков, копии блокчейна, подтверждают действия и проверяют операции других майнеров. Главная их цель – вознаграждение, комиссия от всех участников сделки, то есть сами криптомонеты. Алгоритм сейчас настроен так, что каждые 10 минут какой-то майнер добавляет к цепи новый блок и добывает определенное количество единиц криптовалюты. Еще один способ заработка для майнера – решить задачу для того, чтобы добавить следующее звено в цепочку блокчейна первым. Для того, чтобы обрабатывать огромное количество транзакций в онлайн-мире и решать сетевые задачи оперативно, необходимо мощное оборудование. Китай, например, запретил у себя весь этот хитрый цифровой процесс. Желающих заработать это не остановило, и они отправились, как вы думаете, куда? К нам.
добывать криптовалюту здесь. Помимо китайцев, Казахстан как площадку облюбовали и европейцы. Собственно, поэтому мы на втором месте в мире по майнингу. Майним зачастую не мы, а у нас. И причин тому много. Одна из них звучит весьма прозаично. Иностранцам просто дешевле делать то, что им хочется, именно здесь. Но получить свой куш хотят все. Сабина Тургаева поговорила с казахстанским майнером по просьбе героя, мы не показываем его лицо. Тимур майнит криптовалюту уже несколько лет. Для него это не основной источник дохода, а скорее увлечение. Говорит, что добытые монеты не продает на бирже, как делают многие, а хранит. Авось когда-нибудь и они вырастут в цене. Я когда-то достаточно давно прикупил себе асик со скидкой, и вот он у меня стоит и очень сильно жужжит. Это круглосуточная работа. Его нет смысла включать-выключать, потому что каждая секунда – это какое-то очень мизерное, но все же количество денег. Для того, чтобы заниматься добычей криптовалюты даже в любительских целях, необходимо как минимум $500. Это больше 200 тысяч тенге. Такова минимальная цена на более или менее пригодную для таких целей технику, например, видеокарт. В эту сумму не входит стоимость современного компьютера или затраты на электроэнергию, а ее тратится очень много. И окупаться это все будет довольно долго. В этом бизнесе для того, чтобы много зарабатывать, нужно еще больше вкладывать. Промышленные майнеры строят огромные дата-центры, тратя миллиарды тенге. Я думаю, речь, наверное, не о большом количестве людей, а о большом количестве устройств, которые могут принадлежать, в сущности, небольшой группе людей. А с чем это обусловлено? Я думаю, с достаточно невысокой стоимостью электроэнергии в Казахстане. Слова Тимура подтверждает и вице-президент Ассоциации блокчейн в Казахстане Сергей Путра. Действительно, еще несколько лет назад в нашей стране был профицит, то есть переизбыток вырабатываемой электроэнергии. К тому же у нас это благо имеет едва ли не самую низкую стоимость в мире. Это и способствовало появлению в нашей стране огромных майнинговых ферм, по-другому дата-центров. И вот с 2017 года все пошло, и к нам пришли иностранные инвесторы. Основные страны, которые к нам зашли в качестве инвесторов, это Германия, США, Канада. Вот это были основные инвесторы на начальном этапе. И уже вот к 2020 году было привлечено в экономику Казахстана более 80 миллиардов тенге инвестиций. По словам Сергея Путры, на эти деньги казахстанские майнинговые компании закупили необходимое оборудование, построили дата-центры, проложили инфраструктуру и наняли рабочих. Легальные майнеры, а их около 20 компаний, пока выплачивают долги спонсорам и вносят в бюджет около 6 миллиардов тенге ежегодно, оплачивая только НДС по тарифу за электроэнергию. А уже со следующего года они будут платить дополнительный налог – 1 тенге за киловатт в час, а это еще примерно столько же. Сабина Тургаева, Тимирлан Нуртаза, Ермек Махметов, специально для студии 7. И с одной стороны жгучее желание заработать, причем не только у нас, как мы уже поняли, но и у иностранцев, которые, кстати, могут, в отличие от нас, обналичить цифровые деньги, конвертируя их в свою валюту. Ну а с другой стороны тотальная нехватка электроэнергии. Чтобы майнить, нужна энергия дешевая, которой у нас, как вы помните, уже не хватает. Эксперт Жанибек Байдулла рассказал, сколько мы теряем на цифровом заработке. Небольшая одна майнинговая ферма потребляет приблизительно как один небольшой город, то есть среднего размера. Речь идет о 20 мегаватт и выше, да? Это я сейчас говорю про среднего размера майнинговой фермы. Если говорить про большие, то это вообще сотни мегаватт. То, что сейчас в Казахстане происходит, дефицит электроэнергии, связанный с майнингом, это совершенно реальная вещь. И действительно, одним из таких основных драйверов этого дефицита является именно резкое увеличение установленной мощности майнинговых ферм. То есть с января месяца этого года в несколько раз установленная мощность стала больше. То есть речь идет сейчас уже о гигаваттах электроэнергии. Учитывая, что в Казахстане всего-то установленная мощность это 20 с лишним гигаватт, 2 гигаватта это уже 10%. С тем, что электроэнергия уходит на виртуальные деньги, не согласен и депутат Альберт Рау. Слишком велики затраты для желающих разбогатеть.
Ну, представьте, одна майнинговая фирма, которая, кстати, себя позиционирует именно как легальная, она потребляет электроэнергию как целая Карагандинская область. Там, ну, это же прилично, слушайте. Люди производят нечто, она сразу автоматом уходит куда-то, на какую-нибудь там биржу в какой-нибудь Америке, да, соответственно, конвертировали в доллары кайда. Кельгенджок, ушли, да. Все. Вот комплекс проблем в чем. Поэтому даже если, условно говоря, завтра встанет вопрос о том, чтобы повысить этот самый сбор, да хоть в 10 раз повышай, это не критично. Критично то, что сегодня электроэнергии не хватает. И что мы, как граждане Казахстана, от этого имеем. Да, если бы, конечно, эта валютная выручка возвращалась в страну, мы хотя бы приток валюты имели, да? Но поскольку специфика этого товара – это нечто неосязаемое и не поддающееся декларированию на таможне, соответственно, мы ничего не получаем. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, сообщу один факт. В следующем году власти намерены ввести налог на этот процесс майнинга. Но вот гарантирует ли это отсутствие серого рынка? Не факт. И вот что касается нашего опроса. Мы же спросили, занимаетесь ли вы, знакомые, друзья, члены семьи майнингом или любым другим способом инвестирования денег. Так вот, большая часть ответила, а что это? А вот на втором и третьих местах такие ответы. Увлекаюсь криптой и работаю в найме. Кстати, одно другому не мешает. В столице стартовал международный турнир по фигурному катанию имени Дениса Тена. Дениса нет с нами 3 года, но дело его живет. Благодаря родителям Юрию и Оксане Тен и благодаря поклонникам нашего спортсмена. Среди них была и есть Татьяна Анатольевна Тарасова, которая поговорила с нашими журналистами об этом буквально через пару минут. Прежде давайте все в деталях узнаем о соревнованиях. Виолетта Тельманова сегодня весь день работает на площадке Ледового дворца Барыс-Арена. Ви, привет! Я уверена, что ты прониклась всей этой атмосферой происходящего. Скажи, пожалуйста, чье выступление тебе понравилось больше всего? Данара, привет! Весь день на льду происходит что-то невероятное, и, честно, в силу моей впечатлительности выделить кого-то одного просто невозможно. Напомню, что на Денис Тен Memorial Challenge слетелись 100 спортсменов из 20 стран мира. Это Украина, Грузия, Россия, Венгрия, Франция и так далее. И среди этих фигуристов есть и как призеры чемпионата мира 2021 года, так и потенциальные претенденты на награды грядущих Олимпийских игр в Пекине. Первый день открыли парные катания. Для многих фигуристов это было особенно ответственное выступление, потому что первое. Этот турнир, мало того, что он сам по себе очень значимый и для народа, и в целом, так и для нас он запомнится по-любому, что это будет наш первый старт. Мы всегда будем о нем вспоминать, как бы он ни прошел. И зрители присутствуют, их поддержка этих не очень много, но все равно их слышно, и это очень приятно и помогает. Насчет зрителей, надеюсь, что ситуация изменится, ну а прямо сейчас готовится выступить из Финляндии фигуристка по имени Эми Пелтонен. Так, абсолютно для каждого фигуриста этот турнир – возможность подняться в мировом рейтинге. Выступления оценивают 36 судей высшей категории Международной Федерации АСЮ. Мемориал Дениса – это 7-й этап из серии «Челленджер», проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев. Я скажу вам, что я занимаюсь этим с удовольствием, с огромнейшим удовольствием. С тем, что наш турнир повысился до уровня «Челлендж», да, появились не то что трудности, появились обязательства. То есть мы уже являемся частью АСЮ, это Союза конькобежцев, да, и приближаемся к уровню гран-при чемпионатов мира, и это накладывает определенные обязательства.
хочется отметить, что турнир будет проходить до 31 октября. И я сама лично призываю жителей столицы заполнить эти трибуны, потому что, во-первых, это поддержка казахстанских фигуристов, во-вторых, элементарно, это эстетическое удовольствие. Билеты можно купить онлайн, поэтому торопитесь. С завтрашнего дня обещают, что будет самое интересное. Донара, у меня все. И спасибо тебе большое. Команда «Студия 7» в воскресенье обязательно будет на турнире. Спасибо тебе. За турниром следят и за рубежом. И дело тут не только в том, что соревнование само по себе международного уровня. Денис был известен всему миру. И мир продолжает следовать за его делом даже сейчас, когда его нет. Среди поклонников и заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова. Вот что она рассказала нашим журналистам. Знаете, я прямо вот счастлива, что этот турнир удалось проводить, потому что, конечно, память о Денисе, она должна быть постоянной, большой и на многие годы, и десятилетия. Потому что он был необыкновенный человек. Он был первый в вашей стране человек, который вообще занимался этим делом, нашим прекрасным фигурным катанием. Мне посчастливилось с ним работать. Я очень рада, что такой турнир проводится. И на этот турнир очень многие будут ездить. Потому что Дениса знал весь мир. Знал и любил. Друзья, встретимся на турнире памяти Дениса. У меня на этом все. До завтра.